шатбыз сізні көрерге бүгінгі кешебізде. Біздің якшәмбі, біздің традицион якшәмбі яшәр кешесі жұмаға көштірдік. Бүгін біздің қонақта бик көп қонақлар келді, Қазаннан қонақлар, һәм Мәскеу қонақлары. Шуңа күрә инде менә бүгенге көшірдік бұл кешебізді. Менің исемім Гүлнара, білесіз инде. Мында бүгін бірінші тапкыр кішілер бар ма? Есть те, кто в первый раз сегодня? Есть. Ярар. Бір-екі сөз әйтем, алайса штаб-татар турында. Штаб-татар ул біздің шундай ойышма татарлар, башқұртлар үшін. Біз менә бұл жылы иебізде штаб-татар деп атыйбыз біз аны жиылабыз. Һәм безнең бар бик күп кешеләр инде ул безнең иң яраткан кешебез якшәмбе яшьләр кичәсе. Тагын безнең бар кешеләр Гиппократ клубында, офицер клубы без. Тагын бар танышу кешеләре бик кызык үтә алар. Тагын безнең политик кешеләр уза. Икенче атнада безнең кешебез була со СМИ, то есть bütün jurnalistlar kim yazar, kim үзләре менә ниндидер үзләре фикерләре булса, ул кичәбезгә чакырабыз. 2 февральдә безгә bütün Татарстан җумгыяте килә безнең штабка. Киләсегез килсә, килегез, сразу әйтеп куям сезгә. Безнең тагын biz birgelab qo'ya bo'lsa da yuribыз менә иртәгә бүген инде безнең дуслар birgelab җыелып чаңгыда шуырга киттеләрме? Кемдер на сноуборде, на лыжах ярарыша әйтә. Birgelab җыелдылар да менә алар шуырга киттеләр. Сезгә дә әйтәбез, менә бөтенегез дә чатта бармы? Все есть в чате? Студенчество. Кого нет, давайте добавим, потому что этот чат специально создан для вас, для вашей активности. Я туда постоянно, если есть какие-то интересные встречи и мероприятия, я вам стараюсь скидывать. Но так как я не студент, я не все мероприятия знаю. И вам тоже, говорю, чтобы вы скидывали всякие интересные встречи, чтобы других тоже с собой привлекать. Потому что, вот, например, у нас есть активности Рахат Кишлера, да? Например, на той неделе мы прошли, мы собираемся в антикафе, называется «Проспект», и там поем песни под гитару. Также у нас там настольные игры проходят, и наша любимая, конечно же, мафия. Каждую среду у нас вот есть клуб «Татар-мафия», которые собираются и играют. Тоже приглашаем вас, приходите, там все тоже как бы друг друга не знают, но все там знакомятся, общаются и интересно проводят время. Шуңа күрә сезгә дә активлышларны бик арзанлатырга кирәк дип уйлыйм. Берәр кая булса да барасыгыз килсә, дусларыгызны, безне чакырыгыз. Менә шулай итеп, әйдәгез инде спикерларга күчеп киләбез. Безнең бүген Казаннан килде Айсулу Чижевская Мингалим. Дөрес яздым. Һәм ул менә үзе турында берәр сүз әйтә, һәм сезнең өчен бик кызык булыр дип уйлыйм. Әйдәгез Айсулу апа. Меня зовут Айсулу Чижевская, дочь поэта, писателя Рустам Мингалим. Его, к сожалению, сейчас уже нет в живых, но ему исполнилось 85 лет. И мы провели вечер памяти, посвященный ему отцу. И сейчас в марте месяце планируем провести такой же вечер памяти в городе Москва, в татарском центре. Ну, вот сейчас просто еще дата уточняется, и я была бы очень даже рада видеть вас всех на этом вечере. Было бы очень интересно. У меня отец и писал стихи, и песни поют на его стихи артисты. Вот, и детские он произведения писал. Я думаю, что будет интересно послушать его произведения. Пару слов хочу о себе рассказать. Я вообще из творческой семьи. У меня мой дядя Ибрагимов Ринат. Он тоже, к сожалению, покинул этот мир. А после смерти моей мамы мы потеряли 7 человек в прошлом году. Они все ушли друг за дружкой. И это очень тяжело.
Поэтому, когда мы говорим о семье, я всегда переживаю, мне очень больно вспоминать, и я считаю, что вы очень счастливые люди, если у вас есть мама, папа, братья, сестры. Вот, и хочу, чтобы вы это ценили и берегли, конечно же. Также я являюсь приемной семьей. У меня воспитание 9 детей, детей-сирот, инвалидов, тех, кто остался без родителей, в общем. Это не значит, что у них нет родителей. Есть. Я даже, знаете, вот бывает так, детей в школе начинают обзывать, да ты. Ну, мы все знаем, что самый жестокий народ – это дети. Они говорят порой, не думая даже, что они кому-то больно сделают, обидят. А эти дети, они всегда воспринимают все очень остро. И каждое слово необдуманно для них может быть как вот нож в сердце, да? Вот, и реакции тоже могут быть совершенно разные. Вот в этом случае я говорю, там, дочка или сынок, там, я говорю, слушайте, я говорю, ты самая счастливая, потому что вот у меня одна мама, и то ее нет. А у тебя 2 мамы. То есть даже если одно не станет, другая всегда есть. То есть вот таким образом они, конечно, в это верят. Мы все должны верить в чудеса. Вот. Но я думаю, что действительно это так. Это дети, они действительно заслуживают счастья и внимания. Также у меня, мы все знаем, что они растут, после 16 лет кто-то уже уходит учиться, после 18 уходит, поэтому мы все общаемся. Сейчас у меня в семье 6 детей, 3 уже ушли в свободный полет, как говорится, своей жизнью живут, но мы всегда все вместе, одной семьей живем практически. Вот. Также я хотела бы обратить внимание на то, что у меня есть свой проект, который называется «Поверь в себя». Этому проекту уже 4 года. Я ищу таланты по всему Татарстану, но сейчас есть, кстати, уже и из Москвы. У нас очень много из Казани приехали в Москву приемные семьи. Есть даже семья, где 9 детей, да? Или 8 детей. Вот мы у них в гостях вчера были. И у них тоже талантливые дети. То есть они хотят принимать участие в моем проекте. Я ищу таланты. Кто-то пишет стихи, но не может о себе заявить, потому что нет такой возможности. Кто-то в детском доме вообще не может проявить себя, показать. Кто-то танцует, кто-то поет. Вот, значит, мы ищем такие таланты и выводим их, даем шансы выступить и показать себя. Потому что для каждого ребенка, подростка и взрослого человека это очень важно, чтобы его приняли, чтобы он был услышанным, увиденным. И вот этот момент очень важный. Ребенка, если, допустим, скажешь, ты молодец, да, то он будет еще стараться, и действительно он может стать большим человеком. Не надо, когда говоришь, допустим, вот подростку, особенно ты такой, там плохой, да, ты плохо сделал, он так и будет делать. Всегда нужно ребенка хвалить. Я уж долго говорить не буду, конечно. Я хочу вам всем пожелать огромного здоровья, счастья, благополучия, чтобы ваши семьи были самые счастливые. Берегите свои семьи. Пусть ваши будущие дети в вас видят опору, друга, вот, и того человека, без которого невозможно даже дышать, жить. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Я сегодня здесь первый раз, и мне очень понравилась обстановка и атмосфера. Очень. Мы приехали пораньше, и я любовалась картинами, пили вкусный чай. Я думаю, что спасибо вам большое, меня еще пригласите. Конечно. Вот, и мы будем встречаться, и я жду вас на вечере памяти моего отца, если у вас будет время, в марте месяце. Спасибо. Очень здорово, такое большое дело делаете. Вам самое главное, конечно же, чтобы окружали хорошие люди и помогали вам в этом. Дуслар, тагын безнең кунакта бүген у нас есть, вы знаете то, что мы много с кем общаемся, безнең бик күп кешеләр бар. Безнең бүген кунакта преподаватель МГУ Эдуард Макаримов, и он тут сидит неприметненько вместе с нами, а он у нас преподаватель по криминалистике. И мы хотим, чтобы он тоже выступил, пару слов рассказал о себе. Если будут вопросы, вы можете ему задать.
Я родом из Республики Башкортостан, город Давлеканово, олимпиадник, поэтому те, кто из присутствующих олимпиадники, большой салям. Наша большая когорта олимпиадников, которая поступает в ведущие вузы. И всегда отрадно, что республики Башкортостан, Татарстан наиболее так представлены хорошо, потому что мы очень умные, талантливые. Хотел бы привести цитату известного башкирского мыслителя, просветителя Мифтахиддина Акмуллы, который в своем известном стихотворении призывал башкир: «Башкир мои, всем нам нужно просвещение, не вешь немало, редкость обучения». Башкиртарым укау-каряк, рабазда мазандар куб, укау-хиряк, или татарща эткенда укау-сиряк. Штаб Татар – это очень уникальная площадка в каком плане? Поскольку я представитель науки криминалистики, я и с детям преподавал, школьникам, и в общеобразовательных школах, и на площадке юридического факультета МГУ, который я представляю сегодня. Чем эта площадка уникальна, штаб Татар? Здесь представлены, во-первых, люди разных специальностей, некоторые из которых могут быть смежными. И каждый из нас может получить такую возможность пообщаться друг с другом по каким-то смежным проблемам, вопросам, найти точки соприкосновения, возможно создать какие-то проекты такие на стыке между различными науками и прочее. И этой возможностью нужно непременно пользоваться. И я призываю вас к активному общению. И для меня это тоже очень уникальный опыт, потому что с разными специалистами, в вашем случае со студентами, я так не общался активно. Вот в штабе Татар начал общаться, и это очень интересно. С точки зрения современного высшего образования сегодня наметился один очень явный тренд. Этот тренд называется междисциплинарность. Тут все люди разумные и умные, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Возникают такие проблемы, которые требуют решения совместными усилиями разных научных направлений. И, к примеру, искусственный интеллект, сегодня из каждого утюга об этом говорят, когнитивные науки и прочее, космос, охрана окружающей среды. И здесь, за те встречи, на которых побывал я уже заметил, что есть представители таких разных наук, которые могут решать какие-то общие проблемы. И эти проблемы не только в области науки, в области сохранения исторического наследия, культурного наследия, в том числе татарского народа, могут решаться. Поэтому еще раз призываю вас активно этим моментом пользоваться. Пару слов о криминалистике и о том, как она может работать. Даже обращусь к выступлению предыдущего спикера. Здесь тоже я нахожу определенные точки соприкосновения. Криминалистика в самом общем понимании – это наука о расследовании преступления. Любые сложные для государства и общества этапы, кризисы, происходят всплески преступности. И на переднем краю борьбы с этой преступностью стоят криминалисты в самых разных проявлениях. Это тоже наука. Наука больших интеллектуальных возможностей. Или, как говорит мой научный руководитель, ветеран ФСБ, КГБ, криминалистика – это песня. Потому что это очень интересная наука, опять-таки, с точки зрения междисциплинарности. Разные проблемы, разные области знаний мы применяем для решения проблемы. И так и в криминалистике. Криминалистика – это уникальная наука. Кто-нибудь о ней слышал вообще когда-нибудь? В общем, да, все примерно так какое-то общее представление имеют. И, наверное, я думаю, большая часть из вас связывает криминалистику с какими-то такими темными сторонами нашей жизни, криминал и прочее. На самом деле проблем-то много в стране, и есть такое понятие, как криминалистическая профилактика. То есть какие-то преступления мы можем профилактировать. Криминалистика вбирает в себя знания разных наук. Из вас присутствующих, например, есть экологическое образование, кадастровый учет. Все, допустим, навскидку назовите какие-нибудь специальности свои, по крайней мере, технические или какие гуманитарные у вас области. Не стесняйтесь. Градостроительство еще. Немножко интерактива, потому что, сложно так сидеть. Еще медицина, пожалуйста, любой из этих
областей криминалистика может найти свое применение. Сегодня очень популярны гетерогенные преступления, преступления, связанные там, с медицинскими ошибками. Не говоря уже о химии, физике, биологии, медицине, да, еще повторюсь. И вот меня в научном плане интересует одна проблема, которая для нашего государства в последнее время стала очень актуальна. Это проблема безопасности образовательных учреждений и школ. И, не знаю, по роковой случайности, эти проблемы приходятся на Приволжский федеральный округ. Да, мы все с вами знаем эти несчастные катастрофы в Казани, в Ижевске и прочее, прочее. И вот моя задача, поскольку эта проблема новая для нашей страны, но не нова для мирового сообщества, западного мира, создать какие-то основы теоретические, практические для работников как правоохранительных органов, так и для образовательных учреждений по профилактике прежде всего и по расследованию вот такого рода инцидентов. И вот сегодня эта задача очень актуальная, но на нее пока мало кто обращает внимание. И в контексте вот этой проблемы стоит задача не только сугубо криминалистических. Вот к вопросу о том, что я говорю, междисциплинарность. Здесь и знания педагогики, здесь и знания психологии, психиатрии, опять-таки медицины. Целый пул наук, которые должны решить эту проблему. Решать и решить, надеюсь. С тем, чтобы таких случаев было как можно меньше. Но большая доля наших усилий должна быть направлена на выяснение причин. А причину я, например, лично вижу в тотальной незанятости наших детей. Просто мы потеряли ориентиры. Вот прекрасный проект «Поверь в себя», тоже вот один из таких маяков. Мне очень было приятно послушать про ваш проект, который помог бы нам, наших детей, обезопасить, направить их в нужное русло, и уже тогда мы отойдем в сторону и дадим простор для наших педагогов, которые могли бы развивать творческие способности. В Советском Союзе задачей школы было что? Воспитание гармонично развитой личности. Сегодня мы от этого отходим, к сожалению. Вот. Хотя стоило бы об этом задуматься. Вот, ну, как бы в такой обстановке студенческой, да, мне бы хотелось сказать о том, что моя мечта такая небольшая, создать такую школу для детей, которая не была бы такой общеобразовательной, в самом обычном смысле слова, а как раз той школы безопасности, так, пока у меня такая рабочая версия, вот я надеюсь, что-то из моей идеи вырастет такого, может быть, общероссийский какой-нибудь или региональный какой-нибудь проект. И, возможно, кто-то из участников штаба татар как-то подключится к этой работе, когда я докручу в голове эту мысль. Вот. Как раз нацелен на то, чтобы развивать таланты, навыки творческие, и технические, гуманитарные, и привлекать вот как раз детей к такой созидательной работе. Но пока мы не решили проблему, например, вот ту, которую я перед собой поставил, вооруженные нападения, например, мы не можем заниматься в спокойной обстановке развитием наших детей. Интересная область, которая имеет применение к разным нашим сторонам нашей жизни. И вот одна из сторон такая вот, это безопасность детей. Ну, вот так вкратце я бы, наверное, характеризовал те дела, которыми я занимаюсь и планирую заниматься. И еще раз благодарю вас за внимание. Если вдруг возникли у вас какие-то вопросы, обычно по нашей дисциплине возникает много вопросов аудитории, потому что все увлекаются там детективными романами, детективными сериалами и прочее, прочее. Спасибо большое вам за внимание. Çiçeklerini güneş yüzlerinde Işık tamşıları gitgende Çiçeklerini
bir güneş izlerinde ışık taşılar gitkenler. Oy temeli tuğan yaklarıma günde yarıp yaşmaktalar. Bak yifek şer bulup davi gelgen Eğer kuleyesi yatkanlar. Oy temeli tuğan yaklarıma yaş gülden nurlar zikkerden Çeşekler bir güneş izlerinde Işık tamşılar gitkenler. Çeşekler bir güneş izlerinde Işık tamşılar gitkenler. Vay temeli tuğan yaklarıma Kız gözsüz şapta yıldız var. Reketlenip giden şile şilde Şirrevikken şaktaki kırvar. Garmını sayri sandıveçten Garmını sayri da sayri Beyne gülye yalri yalri Beyne git garmını sayri Garmını sayri sandıveçten Garmını sayri da sayri Beyne gülye yalri yalri Beyne git garmını sayri. Uydamay güzüm bulamaz Garmını bulgamda Dındına kırıp parasıydı Canlını bakıva tuğlanla Garmını sayri sandıveçten Garmını sayri da sayri Giyine giye yalgı